Добрый вечер, здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Около 1 миллиона рублей задолжала Нюрбинская птицефабрика своим работникам. Прокуратура Нюрбинского района провела проверку соблюдения трудового законодательства. По результатам рассмотрения акционерное общество привлечено к ответственности в виде штрафа, а генеральный директор привлечен к административной ответственности. В итоге 36 работников получили свои заработанные деньги. 3,5 года получил виновник смертельного ДТП в Мирном. В прошлом году пьяный водитель за рулем Форда Фокус не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с «Волгой», водитель которой получил травмы, несовместимые с жизнью. Отбывать наказание виновник будет в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу. Бухгалтер-кассир Удачненского отделения одного из предприятий ЖКХ обвиняется в хищении более 690 тысяч рублей. Следствие считает, что женщина обратила в свою пользу денежные средства, поступившие для уплаты коммунальных услуг жильцами города. Она не проводила наличные деньги через кассу предприятия. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин попросил счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли. Обратился к счетной палате по отдельной проверке предприятий Роскосмоса, сказал он в ходе московской конференции. Как сообщалось, 40% нарушений, выявленных счетной палатой в прошлом году, пришлись именно на Роскосмос. В денежном выражении они составили 760 миллиардов рублей. По результатам проверок открыты уголовные дела, заявлял глава контрольного ведомства Алексей Кудрин. С 1 июля операторы связи начнут сохранять переписку пользователей. Также хранению подлежит информация, изображения, звуки, видео и иные сообщения пользователей. В частности, телефонные переговоры и текстовые сообщения абонентов будут храниться в течение 6 месяцев. Через 180 дней с момента сохранения записей они будут автоматически удаляться. Переписка в соцсетях и мессенджерах, вложенные файлы и другой пользовательский контент будут храниться в течение 30 дней. Указанная информация будет содержаться в дата-центрах операторов связи. Доступ же к данным получат органы МВД, ФСБ, службе внешней разведки, Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная таможенная служба. Гражданина Великобритании уличили в крупном мошенничестве. Мэтью Ферримонт, будучи финансовым директором строительной компании, обокрал собственную фирму практически на $500 000. Как сообщает BBC News, на эти деньги мужчина приобрел породистых котиков и купил для них драгоценные аксессуары и игровой домик, сопоставимый по цене с жильем для человека. Отмечается, что мужчина выделял деньги из бюджета фирмы на благотворительность, которые шли на самом деле на содержание домашних питомцев. Теперь топ-менеджер получил 4 года тюрьмы, а с домашними любимцами пришлось распрощаться. Между тем, каждый гражданин России имеет право подать в суд, но не каждый знает, что для этого нужно сделать. Сегодня на примере Якутского городского суда мы узнаем о процедуре. На вопросы отвечает начальник отдела по организационно-правовому обеспечению деятельности Варвара Слепцова. Варвара, здравствуйте. Разнесите, пожалуйста, как можно подать обращение в суд. Здравствуйте, Николай. Обращение гражданина в судебный орган – это направленные в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина. А есть ли какие-либо определенные требования к обращению? Да, есть. В письменном обращении в обязательном порядке указывается наименование суда, куда направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего судьи. Также имя, фамилия, отчество самого гражданина, его почтовый адрес, в последующем, где можно направить ответ, либо уведомление о преадресации. Излагается суть предложения, заявления или жалобы, ставится личная подпись гражданина и дата. В случае необходимости в подтверждении своих доводов гражданин прилагает к обращению документы и материалы, либо их копии. Письменные обращения могут подаваться лично через общественные приемные суда, расположенные на первом этаже Якутского городского суда по улице Ярославская, 18. Также можно подать документы по интернету. Вся информация у нас выложена на официальном сайте суда yakutskyaksud.rf. Тогда каков порядок приема и отправления дел и корреспонденции? Все судебные дела и корреспонденции, поступившие как по почте, так и поданные непосредственно в суд, принимаются, а также отправляются по назначению ответственным работникам аппарата нашего суда. Поступившие в суд обращения регистрируются полномоченным работникам аппарата суда в день их поступления.
а в исключительных случаях не позднее окончания следующего рабочего дня. Интересно, когда поступившая корреспонденция передается все-таки исполнителю? После регистрации, но не позднее следующего рабочего дня, вся поступившая корреспонденция передается по назначению для рассмотрения в порядке, установленном председателем суда. Документы, принятые работником приемной суда, подлежат регистрации в программе «Газправосудие» и передаются по назначению под роспись не позднее следующего рабочего дня для рассмотрения в порядке, установленном председателем суда. Спасибо, Варвара. Пожалуйста, Николай. Обращаясь к зрителям, хочу напомнить, что ничего страшного в обращении в суд нет. Это ваше конституционное право. На этом пока все. Берегите себя и помните о своих правах.